Тоже приветствую уважаемых членов нашего круглого стола, нашей секции. Приветственное слово есть от Всемирного Русского Собора руководителю и члену Московской Татарской Православно-Христианской общины. Уважаемая Динара Абдулбяровна, уважаемые члены Московской Татарской Православно-Христианской общины, участники круглого стола православные татары. Бюро Президиума Международной общественной организации Всемирный Русский Народный Собор приветствует участников круглого стола православные татары, проводимого в рамках 26-х международных рождественских образовательных чтений «Нравственные ценности и будущее человечества». Считаем чрезвычайно важной и плодотворной деятельность Московской Татарской Православно-Христианской общины, которая проводит общественно значимые мероприятия, объединяя вокруг себя представителей научного, культурного сообщества, представителей общественности и молодежи, способствуя укреплению национально-культурной идентичности татар, поддержке и распространению православной татарской традиции, общехристианских, общекультурных, духовных и нравственных ценностей. Сегодня, когда Россия сталкивается с целым рядом глобальных вызовов, на первый план выдвигаются вопросы гражданского единства, межнационального согласия и взаимопонимания. Пусть работа круглого стола внесет свой вклад в укрепление единства нашей страны и процветание ее народов. Пожалуйста. Хотел бы от себя лично несколько слов сказать. Занимаюсь я, как вы, может быть, знаете, вопросами исламоведения, ну и также вопросами межрелигиозного диалога. Мне всегда было интересно, какие люди у нас что в России исповедуют, какая реальная ситуация, какая реальная религиозная картина. У нас, к сожалению, в переписи населения нет вопроса о религиозной принадлежности респондентов, и такими темпами мы не скоро этот вопрос получим. В некоторых странах такие вопросы есть, например, там в Эстонии, в Литве, в Казахстане пытались этот вопрос носить, но там, правда, перепись кончилась плохо. В фальсификации обвинили ее организаторов. Но, тем не менее, принято считать, вот за неимением лучшего, что, например, все русские повально православные, все чеченцы, татары, башкиры повально мусульмане, все евреи повально иудеи. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это немного не так. Ну, по-русских вы и сами знаете, в общем-то, атеистов хватает, и членов различных сект, и протестантов. Я вот сейчас написал книгу о русских мусульманах, могу несколько слов про это отдельно сказать. Но, например, среди иудеев, среди евреев выяснилось, что доля христиан уже сравнялась с долей иудеев. Примерно по 40%, остальные 20% или атеисты, или исповедуют другие религии. То есть можно равновероятно среди евреев встретить как православного человека, так и иудея. На мой взгляд, такого никогда не было за всю историю человечества, чтобы в таком количестве евреи крестились, причем безо всякого стимула, безо всякого поощрения. В общем-то, множество даже и среди олигархов, и представителей шоу-бизнеса мы видим крещенных людей. Хотя плюсов, опять-таки, это никаких не дает. Но то же самое касается и других народов. У нас значительная часть тех народов, которые считаются мусульманскими, на самом деле исповедуют другие религии. Очень высокий процент христиан среди адыгов и казахов. Но самый высокий он среди татар. Мы это видим, в общем-то, и по результатам социологических опросов, по личному опыту, количеству духовенства с татарскими корнями, которое в нашей церкви пребывает. Мне кажется, как минимум 3 архиерея у нас возводят свой род к татарам. Не менее, наверное, уже 500 священнослужителей другого уровня. И множество людей довольно известных. Это Алина Кабаева, у которой отец мусульманин, и которая действительно чистокровная татарка, отец у нее действительно в мусульманской среде известен. Как там Софья Губайдуллина, как наш бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев, как действующий глава центра Рустам Валиуллин, и множество других людей. Там Лейсан Утяшева, например, Елена Исимбаева, хотя она, конечно, не татарка, но тем не менее тоже из мусульманских народов происходит. И таких людей мы встречаем повсеместно. И, в общем-то, впечатление от них самое наилучшее. Я, в общем-то, среди них не знаю каких-то бандитов, террористов, экстремистов, чего нельзя сказать о русских, евреях, украинцах, которые стали мусульманами. К сожалению, совсем уж печальная статистика вырисовывается, что из примерно 10 тысяч людей, которые у нас вот за последнее время стали мусульманами, это люди разных, опять-таки, национальностей, ну вот минимум 70% людей взглядов радикальных. Из них минимум 60% или в розыске находятся, или уничтожены в результате спецоперации. Вот у меня в книге 700 человек описано, из них вот именно такой процент. 74% людей радикальных взглядов. Среди, конечно, православных татар такого нет и близко. Я вот затрудняюсь действительно сказать каких-то преступников. И в церкви рады людям разных национальностей. Церковь-то у нас, конечно, она в первую очередь российская православная церковь. Русская она стала называться
именно в советский период. Ну, вот и часто говорили, что русское значит там только русские. Но на самом деле это прилагательное имеет более широкий характер. Церковь, она в первую очередь российская. И на нашем поместном соборе, когда избирали святейшего патриарха Кирилла, были люди десятков национальностей, до 80 их число доходило. Многие не знали русского языка, например, делегаты из Японии. Но все они были чадами именно русской православной церкви, где нет действительно ни эллина, ни иудея, и все люди абсолютно равны. Никто не будет шикать или тыкать пальцами на чернокожего человека, который в церковь придет. Кстати, есть у нас и священнослужители чернокожие уже. И уж тем более на братских нам татар. Так что я рад, что растет число православных татар. Растет оно число, это не благодаря каким-то действиям принудительным, бывало, к сожалению, у нас в истории такое, растет благодаря просто доброму примеру других православных людей и деятельности самой Русской Православной Церкви. Вот в этом случае ее в прозелитизме агрессивном обвинять никак не получается. Так что желаю вам успехов, помощи Божией и хорошей работы круглого стола. Ну, кстати, которому не все были рады, уж не будем, так сказать, это скрывать. Некоторых само сочетание православные татары просто корежит, как бесов от святой воды. Спасибо.